Аджар. Девочка-сирота, выросшая в голоде и лишениях, убегает из дома, в который ее продали, и остается в чистом поле наедине с волками. Все, что у нее осталось в ее трагической жизни, это спичечный коробок. Она судорожно зажигает спичку за спичкой в надежде отогнать голодных животных, но они быстро гаснут одна за другой. В отчаянии она зажигает последней спичкой куст саксаула, растущий неподалеку. На мгновение волки отступили, но пламя постепенно начинает утихать, и вскоре девушки не стало. Сложно найти произведение, настолько болезненно, жестко проходящееся как ножом по сердцу и без прикрас описывающее страдания кыргызского народа. Произведение словно соткано из боли и повествует об одном из самых черных периодов нашей истории – Үркүне 1916 года. Автор повести Аджар Касымалы Баялинов сам в возрасте 14 лет пережил Үркүн и не понаслышке знал, каково это – лишиться всего, быть вынужденным бежать с родных земель и оказаться в чужой стране без каких-либо средств к существованию. Долгие годы тема Великого Исхода замалчивалась, да и по сей день остается довольно щепетильной и требует определенной осторожности в выборе формулировок. Но не говорить об этой теме, конечно же, нельзя. Это один из тех эпизодов, которые являются ключевыми для национального самосознания. Так решил и Баялинов, перенеся все пережитые народом ужасы на страницы повести. Но ему был нужен сильный эмоциональный образ, который будет, подобно горьковскому Данко, вести читателей за собой, только не наружу из чащи леса, а напротив, заведя их вглубь, позволит им прочувствовать беспросветщину и безысходность. Так девочка с догорающей спичкой в руках в канун Нового года, начавшая свой путь еще в сказке Ханса Христиана Андерсена, спустя десятилетия обрела новые прочтения, наиболее важным из которых стал, на наш взгляд, образ Аджар, символ Үркүна и страданий кыргызского народа. С вами, как всегда, редакция Evidence. Давайте разбираться. По сюжету, Аджар – единственная дочь Батмы и Айткулу. Она росла баловнем семьи, не испытывая ни горя, ни нужды. И так продолжалось до тех пор, пока кыргызскому народу, преследуемому царскими войсками в рамках подавления восстания 1916 года, вызванного трудовой мобилизацией во время Первой мировой войны, не пришлось бежать в Китай. Царские отряды гонятся за жителями побережья реки Чу, и им приходится переселиться в Кунурулюн и Алабаш. Хан Джакып-бек отдает приказ укрепить эту линию и дать здесь отпор. Отца Аджар вынуждают оставить семью без кормильца и пойти сражаться, но он погибает даже не от рук врагов, а от руки приспешников самого хана за ослушание и попытку спасти людей от резни. Аджар с матерью не остается ничего другого, кроме как присоединиться к бегущему в Китай народу. Они вьючат остаток своего имущества на своего последнего вала и выдвигаются в тяжелый путь. По современным оценкам, в результате подавления восстания жертвами стали десятки тысяч человек, погибших не только в боях, но и в результате голода и болезней, вызванных бегством в труднодоступные районы. Так и Батма с Аджар воочию узрели эти ужасы бегства в Китай. Гибель людей от болезней, изнеможения и холода, массовый падеж скота. Чудом уцелев и добравшись до китайских селений, Батма, Аджар и семья родственников ее мужа Кузубека решают остаться в Турпане и вынуждены жить в конюшне. С приходом зимы голод и холод с еще большей силой постучались в их двери. Мать Аджар и сын Кузубека не пережили зимы. Из рук в руки передавались кыргызские девушки и дети, проданные родителями в приступе отчаяния. Цена им – мешок чечевицы. Не выжил и Кубат. Турпанцы не разрешили похоронить его около Батмы, а потребовали, чтобы родители купили для него могилу. Где же Кузубеку взять для этого денег? Они и сами были накануне голодной смерти. И вот ранним утром Кузубек отнес труп сына к стене, окаймлявшей поместье богатого турпанца, выковырял в ней отверстие и положил туда мальчика. Так похоронил он своего сына Кубата. С приходом зимы Аджар продают хозяину конюшни Сабидакуну в уплату долга, а тот по исполнении ей 15 лет выдает ее замуж за местного жителя, старика по имени Чор. Она живет 6 месяцев в роли третьей жены старика и его рабыни, ее избивают старшие жены. Не выдержав всего этого насилия, Аджар в последний раз приходит на могилу матери, прощается с ней и убегает в сторону Кахшаала, где, как она слышала, живут китайские кыргызы. Но, к сожалению, такой трагичной жизни был уготован и столь же ужасный финал. По дороге в безжизненной пустыне ее настигают волки, и в ее руке догорает последняя спичка.
Да, как мы уже упоминали в предисловии, вы не ослышались, сказка Ханса Христиана Андерсена, известного по «Русалочке», «Снежной королеве» и «Дюймовочке», имеет самое прямое отношение к повести Баялинова «Аджар». «Девочка со спичками» — это коротенький рассказ Андерсена, написанный в 1845 году, как текстовое сопровождение к гравюре Иоганна Лундбю с изображением юной продавщицы спичек. Вдохновившись гравюрой, писатель создал рассказ о трагичной судьбе маленькой, бедной и голодной девочки, которая в канун Нового года пытается продать спички на улице, но никто не обращает на нее внимания. Чтобы согреться, она зажигает спички и видит в их пламени яркие видения счастья, которые исчезают, когда спичка гаснет. В последнем видении она видит свою любимую бабушку, которая забирает ее душу с собой на небеса, а на утро девочку обнаруживают умершей от холода. Тепло и свет пламени, который воплощает собой спичка и олицетворяет доброту и невинность главного героя, часто противопоставляется холоду и тьме, будь то общественное равнодушие, как проходящие мимо девочки безучастные люди, трусость заблудившегося племени горьковского Данка, но наиболее сильное прочтение, на наш взгляд, эта история получила именно у Баялинова. Что же перекликается в этих двух, казалось бы, столь разных историях? Во-первых, бедность. Обе девочки не имеют ни малейших средств к существованию. Спички – это последнее, что осталось у Аджар не только перед лицом волчьей стаи, но и в принципе. Бедная девочка же из сказки Андерсена пытается продать их, чтобы получить возможность попасть домой. Во-вторых, нужно задать вопрос, почему же она так боится попасть домой, не продав ни коробка? Потому что если она этого не сделает, отец прибьет ее дома. Пытаясь немного согреться, она даже сперва боится использовать хоть одну спичку, видимо, опасаясь гнева отца. То есть сказка оставляет нам жирные намеки на обстоятельства жизни этой несчастной, изябшей девочки. Она проживает голодную жизнь в условиях бытового насилия. Равно как и Аджар, который убегает из дома старика Чира, не выдержав рабских условий труда и ежедневных побоев. В-третьих, в обеих историях подчеркивается равнодушие и холодность общества. Они не просто не хотят купить спички у девочки из андерсоновской версии. Нам в двух предложениях описывает то, как мальчуган, пробегая мимо, уносит одну ее туфлю, и она мало того, что с непокрытой головою, теперь еще и босая, конечно же, замерзает на улице. В случае же с Аджар эта безучастность общества выкручивается на максимум. Ее отца Байманапы забирают воевать, несмотря на то, что он единственный кормилец в семье. А когда он предложил лучше забрать богача Алымкула, у которого хотя бы есть 2 взрослых сына, Манап Сагын произносит: «Уйди, собака! Не смей сравнивать себя с Алымкулом!» Этот же Манап Сагын впоследствии первым снимется со становища во время бегства. А когда во время и так тяжелого перехода группа семей решит отделиться от жестокого Манапа и пойти своей дорогой, он насильно вернет их, попутно избив. Хан Джакып-бек отправляет бедняков на резню с луками и стрелами против артиллерии и пулеметов. Ему в целом без разницы, что с ними будет. Повесть наглядно демонстрирует, что простой народ издревле терпел лишения не только из-за внешнего врага, но частенько и из-за собственных ханов и богачей, сконцентрировавших власть в своих руках. В книге нет гостеприимного уголка. Не только волки окружают со всех сторон Аджар, олицетворяющую простой кыргызский народ, но и лишившиеся всякого человеческого облика люди с ресурсами и властью, будь то царская армия, хан Джакып-бек, Манапы Сагын и Сабитакун или старик Чыр. И даже старшие жены, получившие хоть небольшую, но власть над девочкой, сразу же принялись активно ею пользоваться и злоупотреблять. Четвертое же сходство обеих произведений, которое нельзя не упомянуть, обе работы очень короткие. Поражает то, как авторы смогли создать такое напряжение и передать всю палитру эмоций в произведениях размером в 3 страницы одна и в 6 страниц другая. Не зря каждая из этих работ обзавелась кучей иллюстраций и экранизаций по ним и стала масс-культурным явлением. Давайте быстренько взглянем на некоторые из них. На экране несколько интересных иллюстраций французского художника Берталя, британской художницы Хелен Стрэттон и датского карикатуриста Ханса Тегнера. Помимо этого, существует множество киноэкранизаций. Французский немой фильм Жана Ренуара, короткометражка Джеймса Уильямсона, но, скорее всего, вы сталкивались именно с мультиком от Диснея 2006 года. Существуют комиксы, музыкальная опера, отсылки в играх вроде третьего Ведьмака, пасхалки в аниме, например, в культовом One Piece и даже один аттракцион в Голландии. Но, наверное, самую интересную отсылку можно найти в видеоролике про карточную онлайн-игру Hearthstone. Мы видим, как окоченевшая девушка идет по темному лесу, и внезапно ее внимание что-то привлекает.
Прикоснувшись к предмету, она попадает в таверну, где играют в эти карточные игры. Но согласно одной из популярных теорий, внимательный анализ таверны и поведение его персонажей намекает на то, что девушка на самом деле замерзла до смерти, а то, что она видит, это некий рай, куда попали все эти существа. В финале сказки Андерсена, кстати, девочка тоже отправилась встретиться с бабушкой на небеса. Мысленные разговоры Аджар с матерью о том, что она хочет поскорее с ней увидеться после смерти, тоже намекают на связь этих работ. Таким образом, учитывая такую популярность девочки со спичками, ее образ вполне мог вдохновить Хасамалы Баялинова на создание Аджар. Мы, конечно, этого наверняка не знаем. Вполне может статься, что он никогда даже не читал сказок Андерсена, и это его собственная идея. Но определенные параллели в работах, как мы уже показали, имеются. Аджар же на фоне происходящих в национальном самосознании изменений, в свою очередь, обзавелась собственной экранизацией 2023 года от Нуркамила Курманкулова. Не скажем, что мы остались в восторге от этой картины, но все же тот факт, что темы памяти и Үркүна сегодня активно обсуждаются и анализируются, не может не радовать. Отметим фильм «Үркүн» 2016 года. Ашуда илаявай азап чекти. Ханчалары ачкадан өлдү. Песни, посвященные этой теме. А с популяризацией яишек мы наталкиваемся на такие классные рилсы в Инстаграме. Таким вот получилось наше первое видеоэссе о книге. Мы составили свое мнение на историю Аджар от Баялинова. Теперь вы поделитесь в комментариях своим или расскажите нам о прошлом своей семьи. Давайте помнить и анализировать свою историю. С вами была редакция Evidence. Увидимся в следующих выпусках.